Мы можем сказать о том, что путь, который был намечен и который развивался, был, мабуть, наверное, одним из единственных в данный момент. Ну, на то время, которое было, образовательные центры и прочее, прочее, прочее. И шаги, которые происходили, да, действительно, они существенно изменили ситуацию. Крымские дети поехали в Украину, поехали активно, но, как всегда, появляется «но». Вот на сегодня, понимаете, украинское государство старается сделать все, чтобы перекрыть этот канал. Как не смешно это звучит, но это трагически. Какие факты? Ну, элементарно. Первый факт о том, что в бюджете должны были заложены быть деньги для образования крымских детей и создания дистанционной платформы, ну и прочее, прочее, прочее. Какой результат? 0 копеек. Но это еще не все. Прикрываясь ситуацией, которая у нас есть, наверное, чиновники сделали все, чтобы запутать до такой степени невозможности, что даже специалисты не могут разобраться, как же должны поступать как крымские дети, так и дети с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Запутанность системы связана вообще с непонятной ситуацией. С одной стороны, открываются все вузы, с другой стороны, сохраняются образовательные центры. С одной стороны, любой вуз должен принять, но существует два отдельных положения. Положение для вступления из Крыма и положение для вступления из Донецка, с оккупированного Донецка и Луганска. Но это еще не все. Как всегда, прячется все, знаете, как говорится, в мелочах. Маленькое такое примечательное о том, что из Крыма может вступать только 10% на бюджетные места. Все года было 20%, а сейчас резко стало 10%. Что Почему? такое 10%? Это один человек, который может, например, поступить на бюджет на какой-то факультет. Тихо, спокойно уменьшили практически в 2 раза. Ну, кроме этого, существует еще масса других нюансов. Например, до сих пор в условиях поступления остается требование предоставить военный билет и приписное свидетельство для детей, которые должны приехать из Крыма. Смешно? Да, смешно, извините, но 7-й год это уже идет, и каждый год в ручном режиме министерство это меняет. Поэтому на сегодня говорить о ситуации довольно-таки сложно, довольно-таки тяжело. И я думаю, наверное, только общественные организации очень существенно поднимают этот вопрос. И благодаря этому какая-то система действует. Например, последнее обращение к президенту и к кабинету министров с требованием все-таки выделить деньги на образование крымчан. Ну, а дальше посмотрим, как говорится. Кроме того, вообще непонятно, где живут наши чиновники. Пандемия показала о том, что ситуация меняется практически моментально, с чем не успевают. И опять же условия поступления, на которые будут ориентироваться все, запутаны до такой степени, что с датами разобраться невозможно. Поэтому неразбериха, отсутствие информационной кампании какой-либо со стороны государства и непонятные действия украинской власти, к сожалению, могут прекратить этот поток, который нарастает на протяжении уже со времени оккупации. Вам известны цифры, сколько выделено на информационную кампанию, на привлечение абитуриентов из оккупированного Крыма? Нет. Понимаете, отдельной строкой обычно это не привлекалось. Вообще-то это проходило через проекты, которые общественные организации проводили. Это они размещали баннеры на границах. Кроме того, что-то выделяла Херсонская областная администрация, вузы. Лично то же самое, каждый вуз размещал собственные баннеры, собственную информационную кампанию. А чтобы сказать, чтобы была какая-то целенаправленная государственная политика, то, к сожалению, этого нет. Почему? Может быть, это вы не дорабатываете? Не объяснили в Министерстве образования, что это необходимо? Ну, подождите, мы это кто? То есть где общественные Общественники, деятели, общественники, которые... да. Тогда у меня возникает вопрос, а почему вы им это не объясняете? Вы что же являетесь, я думаю, и благодаря вам крымские дети знают очень много о системе поступления, потому что вы даете информацию, которую смотрят в Крыму. Почему чиновники не выполняют и сколько им можно объяснять? Мы проводили круглые столы, встречи, все что угодно. К условиям поступления постоянно происходят какие-то правки, которые не учитываются. И что это все происходит? Остается пока на месте и на той ситуации. Конечно, мы не остановимся на этом и будем продолжать свою деятельность, но, знаете, биться лбом от стенку тоже довольно-таки сложно. Почему вы сказали, что 10% бюджета — это один человек, а 20 — это 2? Ну, все равно это какие-то смешные цифры.
Здесь довольно-таки, да, система, опять же, два человека, которые есть, или, допустим, это уже два человека. Это имеется в виду, если 10 бюджетных мест всего, и выделяется там, например, 10%. А если это 100 человек, это 10 и 20%. Это существенная разница. Вы посмотрите поступление в этом году в Институт Богомольца. Громадное количество крымчан поехало именно в медицинские вузы, которые в этом году открыли свою, можно сказать, возможность. Появилась возможность поехать в консерватории, что тоже было практически прекращено на протяжении этих годов. И возникает даже вопрос, а почему сокращено? На каком основании? Просто так, росчерком пера? Даже если посмотреть, давайте реально посмотреть, 300 детей из Крыма приблизительно поступило. 77,5 тысяч абитуриентов было в этом году. Это даже сотые процентов. И что? Здесь необходимо рубить прямо-таки по-живому, сокращая практически в 2 раза. Почему? А Вот те почему? У вас вопросы, есть которые... ответ? Есть ответ на этот вопрос? Нет, у меня этого ответа нет, потому что чиновники не дают ответов на данные вопросы. С ними очень сложно коммуницировать. Почему? Вас же хорошо знают непосредственно Альменду и сотрудничают с вами же, министерство хорошо сотрудничает. В некоторых местах сотрудничает хорошо, в некоторых не очень хорошо. То есть разные пути, разные направления, по которым есть. Иногда нас слышат, иногда нас не слышат. Вполне возможно, когда необходимо, нас услышат. В данном случае нас не слышат, и мы готовим дальше все-таки воздействовать на Министерство образования. Вы уже сказали про Институт Богомольца. Какие еще вузы выбирали крымчане? Министерство в этом году опубликовало. Очень много крымчан выбирает вузов. К сожалению, уменьшилось количество в ТНУ. Сложно сказать причины, которые существуют. И при этом очень многие Одесские и Львовская политехника снова-таки занимают одно из лидирующих мест. Кроме этого, появились тоже финансовые институты. То есть разброс очень большой, но здесь, к сожалению, в этом году сыграла в свою очередь пандемия, которая происходила, вот эти вот проблемы, которые были на границе административной с временно оккупированным Крымом. Если бы не данная ситуация, я думаю, количество крымских детей было приблизительно раза в 3, а то и в 4 больше. Но будем надеяться, что все-таки будет урегулирован данный вопрос, и крымские дети на следующий год то же самое поедут в Украину. Чтобы так подытожить те ошибки, которые были допущены в эту избирательную кампанию, чтобы войти без них в следующую, вот на что нужно обратить внимание? Первое — это информационная кампания, которая должна начаться уже вчера. Крымчане должны знать, потому что до сих пор, несмотря на громадную информационную кампанию, как с вашей стороны, так и со стороны общественных организаций, в Крыму информация слаба. Поэтому это должна быть в первую очередь массированная информационная кампания. Следующее — это изменить все-таки правила, условия вступления для того, чтобы сдать больший люфт времени для детей из Крыма. Это связано как с транспортом, так и с административной границей, которая существует. В этом году так и было, по-моему, да? В этом году сроки вступления абитуриентов из Крыма продлевались чуть ли не до осени. Там существует определенная система. Первый поток, второй поток. Например, о втором потоке практически никому не было известно, и оно как-то осталось так завуалировано. И я думаю, здесь еще плюс ко всему необходима все-таки открытость государственных органов, которые должны быстро реагировать на данные ситуации. Но посмотреть в этом году даже было, то есть мы видели о том, как Кабинет министров старался быстро реагировать и делал исключения для абитуриентов и абитуриенток из временно оккупированного Крыма, но все равно страх перед пандемией, я думаю, останавливал очень многих детей. Вы часто же общаетесь с абитуриентами из Крыма. На что они больше всего жалуются, на какие трудности, когда пытаются приехать к нам? Транспортная проблема, которая существует, проблема с жильем, то же самое, которое может быть возникать, и проблема все-таки уже за данное время разницы некоторые с образовательными программами, которые существуют, потому что за данный период прошло уже 6 лет, и дети в Крыму учатся по российским программам, которые очень часто по некоторым направлениям не соответствуют. Поэтому как раз и было предложение, и даже планировалось заложить
финансы для создания дистанционных платформ. Пока на сегодняшний день те системы, которые есть, они для Крыма не очень срабатывают. Ну и кроме этого, все равно необходимы другие направления, которые возможны для того, чтобы работать с детьми, которые на данный момент проживают на территории оккупированного Крыма. Что вы имеете? Создание таких лагерей, куда они могут выезжать, открытие каких-то еще дополнительных платформ. Ну, возможностей много. Необходима только поддержка государства.